Всем привет, друзья! Леди Ктойл Массира. Сегодня у нас небольшая распаковка. Я ездила в наш любимый магазин Чаранхи. Чхаранхи он называется, я его Чаранхи называю. Магазин-склад. Сейчас покажу вам и расскажу все, что я купила и сколько я потратила денег. Небольшая такая распаковка. Честно говоря, никуда ехать не собиралась. С утра у нас был субботник. Приехал родственник, помог там все спилить, срезать ветки. В общем, сделать уборку на улице. Сухие все цветы убрали. Завтра у нас будет тоже продолжение уборки. Я буду все это сжигать, убирать, выкидывать. В общем, насыщенные выходные дни получатся. И с утра у нас очень жарко. Но сегодня я решила, что надо раздавать садака. Сахан у меня лез. Сегодня 31 августа. Если честно, для меня это грустный праздник. Это день рождения моего брата. Его, к сожалению, с нами давно нет. Но Сахан у меня все равно. А так я часто раздаю садака. Сейчас первое покажу, что я купила. Это сахадарниш. Это я купила то, что в июле мы не докупили. В июле мы раздавали сах за отца. И две мои тети, две мои дейш сказали, что им не надо. В общем, раздайте другим, что они сами сахан купили сахар и раздали милостыню. Но я все равно купила 5 штук тети сахадарниш и 5 штук другой тети. Это кому-нибудь отдам. Это все, в общем, первое. Второе. Сегодня буду раздавать сахан за моего брата, единственного любимого, который мне очень нужен в этой жизни, но его, к сожалению, нету. Кто помнит Турпала, все его знали, любили. В общем, цунт ир сахан у меня сумтахан, день рождения дарцун. В общем, я купила хлеб, 10 лепешек, 2 уже отдала сахан, и купила 3 пирога осетинские с Владикавказа с творогом, с абрикосом, и третий был с вишней. Здесь у меня пальчики с вишней, пальчики с орехом. Третья упаковка оказалась с яблоками, хотя я думала, что беру с вишней. Но они все вкусные, и главное, все сегодняшние. 31 числа выпуск сегодня, видимо, с утра привезли. Одной бабушке с села Автуры я отправила сахан, 1 вишневый пирог, 2 лепешечки мягкие, такие домашние. По-моему, все их любят, а бабульки тем более. И пальчики с яблоками. Потом я пойду к подружке чем-нибудь угощу. Ну и тут детишек на улице и соседей угощу. Да, мукла. Так мы и по четвергам, и по пятницам, и в любой день недели раздаем сах. И то, что я считаю, что кушают наши котики, и уличные котики приходят кушать, это тоже да, мукла. Вентир, масантир, сахарюк, особу солбнахантир, да, мукла. Вы очень нахлардяш, что вам да больше. Шадек дикхольш. Вы багнаш мокшмяш цакачош, да, мукла. Дикник хердуэн, да, мукла. Извините, что говорю на своем, но иногда хочется выразить свои мысли на родном языке. В общем, лепешки, потом в чеке скажу цены, безешки, очень я люблю. Пирог с творогом, пирог с абрикосом, пальчики наивкуснейшие. Это все продукция из Владикавказа, моего любимого. Вот эти орешки взяла первый раз, они очень мягкие мне показались. Вроде и по свежести число хорошее. Видно, не видно, 17 августа. Месяц по-любому они будут свежие. Вот эти печенюшки я беру часто. Дату так и не нашла, но взяла. Одна начинка абрикос, маленькая упаковка. А вторая начинка вишня, большая упаковка. Упаковка, говорю, главное. Так, что у нас здесь еще? Это моя любимая паста нутелла шоколадная. Здесь у нас мягкие бублики. Тоже 17 августа, по-моему. 15 августа.
Ну до октября. Поедим и угостим. Взяла муку такую в маленьких пакетах. Обычно мы берем большой мешок. Но это мама сама, когда поедет, с двоюродным братом возьмет. Это на блинчики взяла. Апельсиновый сок. Типа фанты, но название другое. Сгущенку взяла. Я когда пробегала, увижу что-нибудь, сразу захочу. Это я взяла маме. Она любит такую пасту. Гель мыло типа. Она даже для посуды ее использует. Вот что я еще взяла. Не смейтесь. Пробегала и захотелось взять кильку в томате. Как будто у нас больше нечего было кушать. Но бывает же такое. Не знаю, у нормальных людей бывает или нет. У таких ненормальных, как я, бывает. Здесь тоже сок. Тут, по-моему, бутылки поменьше. Сначала их увидела, потом эти нашла. Здесь горох взяла. Может, как-нибудь супчик приготовлю. В общем, как на улице станет прохладнее, я начну нормально готовить. Колбаса. Одна аргунская была, одна мусульманская, Вива, по-моему. Мне кто-то хвалил Вива колбасу из друзей. Вот я взяла. И аргунскую. Видите цены? 620 рублей килограмм. Тут 590 рублей килограмм. Но аргунская что-то дороговатая. Раньше была вкусная, после этого мне не понравилось. Это я взяла пшенку на кашку и для наших цыпляток. И пошла брать чипсы. Чипсы были маленькие. Я взяла семечки. Отвлеклась на телефон. Маме звонили. Тетя сейчас приедет. В общем, друзья, пшенку берем иногда на кашу и для наших цыпляток. Хотя они выросли, но иногда делаю пшенную кашу. И, кстати, котиков тоже иногда угощаю. Сейчас что по ценам? Девчонка на кассе очень сильно отвлекалась. Отвечала одному, смотрела в телефон, объясняла что-то третьим. Так, зачем так отвлекаться? Ой, мы уже привыкли, Иша говорит. Ну, я считаю, что на кассе надо быть внимательным. В общем, что-то у нее не так пошло с чеками. Что-то она там отминусовала, что-то приплюсовала. По ценам это надо освобождать память и снимать новый ролик. Сейчас я вам быстро продиктую, что я увижу тут. Ассорти Корона, это вот эти сахар, 170 рублей. 2-килограммовая мука 80 рублей. Напиток 1,5 литровый 110 рублей. Напиток литровый 68 рублей. Пирог песочный 68 рублей. 3 штуки. Тоже у нее что-то не пробивалось. 2, говорит, пробивается, 1 нет. Бисквитное печенье Кика 600 грамм 220 рублей. Короче, как я начинаю снимать, всем все нужно. В общем, бисквитное печенье Кика 1,2 килограмма 375 рублей. Бублик молочный по 90 рублей. Горох 85 рублей. Килька по 75 рублей. И та почему-то. Хотя она разная немножко. Пшено по 28 рублей. Орешки вот эти из маффина 340 рублей. Сгущенка славянка написано 122 рубля. Минус какие-то 50 рублей.